Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Свое 65-летие отмечает главный вуз региона – Северо-Восточный федеральный университет. Торжественный вечер в честь юбилея состоялся 22 декабря в день рождения Максима Кировича Амосова, государственного и политического деятеля республики. Университет носит его имя. Как встречает знаменательную дату университет, каковы главные итоги уходящего года – об этом мы узнаем у гостя студии, ректора СВФУ Анатолия Николаева. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. 65 лет нашему университету. Каким он стал к своему юбилею? Во-первых, хотел бы поздравить всех студентов, сотрудников, выпускников нашего университета с этой прекрасной датой. Конечно, мы к этому моменту подошли, я бы не сказал, если бы я сказал бы про наши успехи, то было бы это неполно, да, потому что к 65-летию мы уже стали федеральным университетом и, конечно, достаточно амбициозным университетом. А так, если перечислять успехи, да, то эфира бы не хватило, да, но хотел бы остановиться на некоторых моментах этого года. Этот год, конечно, в течение 1,5 лет мы, конечно же, делаем много для того, чтобы помочь республике по борьбе с коронавирусной инфекцией. Да, я бы хотел поблагодарить наших волонтеров, наших медиков, да, которые действительно помогают. Да. Если считай, только за прошлый год почти 1500 наших студентов, сотрудников работали в различных структурах, да, и почти 450 наших студентов и ординаторов прошли через красную зону. Да. Во-вторых, это лето для республики было тоже экстремальным. Были пожары, да, и несколько сотен наших волонтеров тоже после обучения тоже выезжали на борьбу с пожарами. А так, если взять текущую деятельность, да, мы в этом году прошли очень большую аккредитацию. Почти терабайт информации, это не знаю, сколько КАМАЗов бумаги будет, да, загрузили в Рособорнадзор и без единого замечания прошли свою аккредитацию, да, и мы уже можем считать, что университет будет работать вообще хорошо. Дальше. Очень успешно провели форум университета геостратегической территории России. Это достаточно амбициозный форум, прошел в марте месяце. Кроме этого, были одними из организаторов Северного форума устойчивого развития. Если взять еще один радостный момент, да, то, что совсем недавно было принято решение коллегии Министерства обороны, да, потом вышло распоряжение правительства о том, что у нас в университете откроется военный учебный центр. Это вот итоги этого года. Далее, мы в рейтингах, конечно же, свои позиции сохранили и даже чуть-чуть продвинулись вперед. Да, и я хотел бы отметить, что с прошлого года мы участвуем в зеленом рейтинге университетов, и в этом году очень радостно было то, что в мире мы попали в десятку лучших университетов, которые обучают своих студентов по вот этим зеленым технологиям. Вот Северо-Восточный университет – главная кузница кадров для региона и северо-востока страны. Какие новые специальности открылись в последние годы и отвечают ли эти инновации требованиям времени? Мы ежегодно где-то около 20, чуть больше открываем новых направлений, профилей. Да, это достаточно динамичная работа, да, по образовательной части, да, потому что если мы не будем менять постоянно свои программы, улучшать качество и так далее, то мы не были бы таким востребованным вузом. В этом году где-то около 30 новых направлений открылось, да, мы делали упор на цифровые направления, это анализ больших данных, энергетика и цифровые технологии и так далее, и так далее. Делаем упор на совместные программы. В этом году мы открыли совместную программу с Высшей школой экономики, это ФИЕ открыл, совместная программа Халюзянским Восточным университетом, это автодорожный факультет, и так далее, и так далее. А так, конечно, мы будем постоянно в своей работе постоянно добавлять программы, некоторые убавлять, некоторые добавлять, для того, чтобы наши студенты обучались по современным новым технологиям. А какие изменения произошли после присвоения университету статуса федерального? Какие возможности открылись для студентов и в то же время повысились ли требования к качеству преподавания?
Статус федерального, конечно, ставит перед нашим университетом достаточно высокие цели. Да. Мы один из 10 федеральных университетов, и в рамках нашей работы, это наша ответственность, это весь северо-восток нашей большой страны. Если территориально взять, да, это получается почти 1/5 часть нашей страны, да, и несмотря на малое количество населения, да, все-таки развитие вот этой большой территории имеет некоторые определенные требования, да, и мы должны готовить кадры, которые будут продвигать вперед развитие, социально-экономическое развитие всего Северо-Востока. Да, и поэтому где-то почти 50% нашей программы ориентированы на развитие Арктики, ну и Дальнего Востока. А с какими вузами страны и мира сотрудничает вуз? Все 10 федеральных университетов, конечно, наши партнеры, ведущие университеты, мы в рамках различных консорциумов и так далее тоже сотрудничаем. Это Томский политех, Красноярский федеральный, да, потом Московский университет, Бауманка, МГУ, конечно, да, Санкт-Петербургский университет и так далее, и так далее. Кроме этого, где-то у нас договора и совместные работы и по науке, по образовательной части где-то около 150 зарубежных вузов. Это вузы и Европы, вузы и азиатские вузы, это Китай, Корея, Япония. У нас есть и совместные программы, совместные научные работы. Ну, поэтому мы вот эти вот связи только расширяем. А много ли студентов проходят стажировку в зарубежных вузах? Ну, к сожалению, этим вот в течение последних 1,5 лет похвалиться не можем, да, потому что условия такие, что многие границы закрыты. Но до этого, конечно, у нас было много вот таких обменных программ. Мы своих студентов отправляли в другие ведущие вузы, да, оттуда приезжали на летние зимние школы, да, или обучаться. И поэтому очень надеемся, что в ближайшее время коронавирус будет побежден, да, и вот эти вот связи мы восстановим и даже улучшим. А иностранные студенты у нас, много ли вот их обучается? В этом году у нас где-то почти 250 иностранных студентов поступит только в этом году. Да, и если в прошлом году мы говорили, что у нас обучается более 600, да, то сейчас мы можем сказать, что у нас обучается более 700 иностранных студентов. Но амбиции достаточно большие, да, где-то в ближайших планах их довести до 1500, до 2000 студентов. Да, но для этого мы должны создавать условия для того, чтобы они к нам приезжали. Ну, приезжают достаточно из экзотических стран, вот, Сомали, Конго и другие страны, да, и очень радостно, что о нас знают вот таких странах, да, и, ну и, конечно, львиная доля студентов к нам поступает из Китайской Народной Республики и из ближайшего зарубежья. А могут ли получить образование в университете, вот что называется и стар, и млад? Какие программы для школьников, то есть будущих абитуриентов, и для людей старшего возраста, открытые в университете? Университет, я уже говорил, что у нас, мы многофункциональный университет, да, у нас имеются все направления обучения, у нас открыт специализированный учебно-научный центр. Это ЦУНС, ну, по сути, это школа, да, это 9, 10, 11 классы по 4 направлениям к нам поступают, и более 100 школьников тоже обучаются по 4 направлениям. Технические, IT, экология и так далее, и так далее. Кроме этого, у нас открыт дом научной коллаборации, куда по договорам приезжают школьники, да, и занимаются в наших лабораториях. Ну, это для нас очень радостно. Да. Ну и мы, конечно же, выступаем экспертами, научным руководителем во многих направлениях. Да, вот совсем скоро будет шаг в будущее. Да, мы выступаем и экспертами, да, и организаторами. Очень плотно работаем с Малой академией наук. Да, внутри у нас тоже созданы свои малая академия, малая медицинская академия, малая инженерная академия и другие направления. Да. По дополнительному профессиональному образованию у нас есть курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации. Да. И по этим направлениям без ограничений в возрасте могут обучаться и повысить свою квалификацию. Ну, совсем недавно тоже вот соцсети и так далее взорвала информация, когда 74-летняя наша студентка из магистрант филологического факультета тоже обучается, да, 74 года, в этом году будет заканчивать, да, поэтому мы открыты для всех возрастов, даже поступать на основные образовательные программы. А как университету удается сохранить бюджетные места?
Бюджетные места, ну, ежегодно в университет дается где-то около 4000, иногда больше, бюджетных мест. Мы не то, что сохраняем, да, мы, конечно же, каждый раз делаем большой анализ востребованных направлений, да, и каждый раз мы должны отвечать высоким требованиям рынка. Если этого не будет, да, то если будет недобор, то те или иные направления будут сокращаться, да. Но если взять даже СПО, мы по колледж инфраструктурных технологий, да, если в этом году нам дали 295 мест, да, в следующем году будет уже 350 мест, бюджетных мест, да, из РФУ мы получаем. Но для того, чтобы это получить, мы должны попасть в 50 лучших колледжей России. То есть уровень нашего колледжа достаточно высокий для того, чтобы получать бюджетные места. И каждый раз мы должны подтверждать качество обучения, уровень обучения и так далее. Вот только тогда мы будем сохранять бюджетные места. Кроме этого, одна из задач не просто там сделать набор на бюджетные места, да, но и стать успешными и в коммерческом наборе. Да, если к нам поступают, если даже к нам будут поступать платно, то это получается, мы действительно готовим по очень хорошим качественным программам. А какие главные достижения в уходящем году вы бы отметили? Конечно, мы очень ориентированы в первую очередь на студентов. Сейчас очень широко поставлен цифровой контент нашего университета. Совсем скоро, делая анонс, то мы откроем Центр студенческих инициатив в планах. Да, мы где-то ближе к февралю откроем. И это будет где-то 800, может быть, даже 1000 квадратных метров пространства для студентов, да, для их развития. Сейчас мы изменили обучение по нашим основным образовательным программам. С 1 сентября уже мы начали обучение по индивидуальным траекториям. То есть каждый студент будет выбирать свою траекторию развития, будет выбирать предметы и так далее, и будет максимально работать близко уже к производству, практикоориентированные наши программы. Но введение этого года, это первые курсы, буквально все будут обучать иностранные языки с погружением. Не растягивать в 3 года, да, а за год закончить. То есть каждый год будет английский язык. И мы очень надеемся, что ближе к весне больший процент наших студентов заговорит на иностранном языке. То есть мы уже сейчас играем в долгую, да, чтобы мы же ставим перед собой задачу стать узнаваемым в мире амбициозным университетом, если мы не будем готовить кадры для себя и для республики, да, которые знают иностранные языки, то этого, конечно, не получится. Очень хотел бы отметить, что в этом году у нас год молодого исследователя. Достаточно амбициозные проекты молодежи мы поддерживаем, да, и поддержали. Многие получили проекты по госзаданию. Ну и, конечно, внутренние мероприятия, если начну перечислять, то сегодня не закончим. Анатолий Николаевич, спасибо за беседу. Еще раз поздравляю с 65-летним юбилеем Северо-Восточного федерального университета. А я напомню, о знаменательной дате и итогах уходящего года Северо-Восточного федерального университета мы поговорили с ректором Анатолием Николаевым.